Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире снова программа «Спорт Тайм». Мы говорим о спорте и не только. В студии для вас работает Андрей Тимирланов. В этом сезоне в кыргызской премьер-лиге команда «Ильбирис» из города Бишкек наводит шороху. На данный момент у этой команды 13 очков и 4-е место, что, конечно, является для этой молодой команды большим достижением. И сегодня мы пригласили именно спортсменов, футболистов этого клуба, чтобы поговорить о клубе, о футболе и, конечно же, о достижениях. Итак, у нас есть специальные гости. Давайте представим наших гостей. Менеджер по развитию клуба «Ильбирис» Адлет Мурзабеков. Здравствуйте, Адлет. Здравствуйте. И футболисты команды «Ильбирис» Андрей Долженко, капитан команды, и Кадырбек Шаарбеков. Хочется начать нашу беседу с того, что вот все-таки, например, если сравнивать прошлый сезон с нынешним, в этом сезоне «Ильбирис», конечно, играет по-другому. В прошлом году я часто был свидетелем того, что вот команда играла неплохо, симпатично, но в конце все-таки не дожимала. А в этом сезоне таких особых проблем нет, и вы отбираете очки сейчас у лидеров, соответственно, есть качественный рост. А как вы, как говорится, оцениваете свою игру именно как футболисты, как спортсмены изнутри? Андрей. Хороший, конечно, вопрос, спасибо. Если взять прошлый сезон и сравнить с нынешним сезоном, то, во-первых, поменялся состав, добавились очень опытные игроки, которые в этом сезоне помогают. Это как бы и в центре, да, в атаке тоже вот неплохо вот ребята вот играют. Что еще можно сказать? А можно ли сказать, Андрей, что вот в прошлом году часто не дожимали, не доигрывали игры в силу возраста? Потому что, ну, команда молодая, мы знаем, что молодые команды, молодые спортсмены часто горят, не дожимают. То есть психологически вот такие вот моменты есть, издержки? Да, конечно, безусловно, это сильно влияет, потому что, ну, действительно, вы правы, у нас много игроков молодых, которые дебютировали в премьер-лиге, да, высшей лиге. Да, и как бы психологически давление вот это сильно влияло, потому что, ну, как бы конец матча, концовка, она всегда такая сложная, и физически, и психологически, и все остальное, и некоторые ребята не выдерживали просто. И отсюда был результат, то, что мы большинство матчей отпускали на последних минутах, на добавленных, также вот в прошлом году. В этом сезоне, Кадырбек, ты на данный момент являешься одним из бомбардиров наряду с Джоэлом Коджу и с Вахидом Урасахидовым. Соответственно, вы являетесь обладателями, я бы сказал, золотой бутсы на текущий момент, соответственно. И хочется задать вопрос. Из всех бомбардиров нынешнего сезона ты один из молодых. А мы знаем, что в футболе именно нападающему и, конечно, защитнику нужен опыт. Соответственно, ну, многие нападающие, многие качественные защитники, они возрастные, как правило. А у тебя очень, ну, как бы юный возраст. Не мешает ли тебе на данный момент тот багаж, который ты обрел раньше и, соответственно, на текущий момент? То есть, как тебе удается играть против топовых команд и показывать результат? Вот, перефразирую вопрос. Спасибо. Мне кажется, это от самого игрока зависит. У меня на этот год есть задачи, которые я должен выполнить. Мне кажется, это тоже от самого настроя зависит. Как настроишься, так и выйдешь. И как же ты настраиваешься? То есть слушаешь музыку, читаешь книгу? Наверное, больше музыкой. Музыка да, помогает. Как и все. Кстати, в этом сезоне Ильбирис именно по статистике Вайскаут, одна из двух команд, которая за матч создает как минимум, ну, за первый тайм, то есть за каждый тайм создает как минимум по 3 голевых момента. Но процент реализации не такой уж высокий. И тебе, как нападающему, хочу задать такой вопрос. Партнеры для тебя создают моменты, но реализовать не всегда удается. Да, бывает. И в чем ты, как нападающий, видишь проблему? Ну, мне кажется, у каждого такой момент бывает. И можно забить, но ты не забиваешь, но как бы надо забыть этот момент и идти дальше, надо реализовать другой момент, потому что момент будет по-любому. Ну да, конечно. Просто, знаете, я задал этот вопрос именно исходя из того, что есть ли какая системная как бы недоработка
по реализации моментов, потому что когда ты в одном матче не реализуешь пару моментов, это другое дело. А когда ты системно в каждом матче создаешь за тайм по 3 момента голевых и реализация как бы хромает, то, возможно, есть какие-то системные проблемы в команде. Можно ли так сказать? Да, надо над этим работать. Конечно. Отлично. Адлет, хочется спросить про билетную систему, потому что в этом сезоне Кыргызская премьер-лига со второго круга вводит билетную систему во всем Кыргызстане, во всех стадионах, во всех матчах будут продаваться билеты. И, конечно, я очень часто замечаю, что болельщики, как говорится, выступает против, большинство. Ну, есть и те, кто и поддерживает, но большинство как бы считает, мол, наш футбол был всегда бесплатным, почему решили вдруг внедрять платную билетную систему и вообще, как она будет реализоваться? Вот такие вопросы задаются. И этот вопрос я хочу прямо перенаправить. Ну, по регламенту Кыргызской премьер-лиги было, то есть, сказано уже со старта сезона начать билетную систему, потому что это повышает более требовательность зрителей ко всему чемпионату. Это, то есть, инфраструктура стадиона, то есть, то же самое, там, фуд-зона, фан-зона, там, уборные. Все это влияет очень, и каждая мелочь, она должна быть востребована, то есть, и было решено то, что со второго круга начнется эта билетная система. Каждое вы уже начали продавать билеты, насколько да, я знаю. Мы уже со второго круга начали продавать, и каждое новшество, она, да, всегда негативно, штыки, да, негативно реагирует общество, то есть болельщики и зрители. Но по-любому к этому мы должны были прийти, то есть чемпионат Кыргызстана. А люди постепенно привыкнут к этому. И наоборот, качество улучшится еще лучше. Кстати, такого мнения и я тоже, потому что, ну, на данный момент нужно понимать, что футбол во всем мире, он не бесплатный. Соответственно, для наших клубов тоже продажа билетов — это какое-то финансовое подспорье. И вот следующий вопрос, продолжая нашу тему. Сколько билетов вы в среднем за матч реализуете? Сколько болельщиков у вас постоянно покупают билеты? И есть ли сложностью с болельщиками? Потому что, ну, когда вы раньше играли в футбольном центре в Бишкеке, то болельщиков было, ну, немало, как бы, они были. То есть вы сейчас постоянно играете в Канте, базируетесь там, соответственно, проводите матчи, соответственно, ваши болельщики, большинство остаются в городе. Да. И нету ли проблем? Ну, хороший вопрос. У нас есть, конечно, свои преданные болельщики, которым, как бы, не жалко этих денег, которые стоят билет, и которые могут выделить свое время и приехать с города. Такие болельщики уже давно знают то, что мы ввели билетную систему, то есть они смотрят информацию, листают все, читают, ну и как бы в курсе. А те, которые живут именно в Канте, которые хотели бы посмотреть матч, они немного возмущаются, потому что до этого было бесплатно, а теперь стало платно. Почему? Там, насколько я знаю, в футбольной мекке Кыргызстана, как я называю Кант, кстати, там не только было бесплатно, там еще людям дарили подарки во время матча. Там еще, я помню, кушать готовили, давали, концерт устраивали, вообще шоу было очень. Да, большой праздник был футбольный в Канте, по-моему, и до сих пор так. И вот хотел уточнить, в среднем за матч сколько билетов реализуется? Можете дать информацию? Да, это, наверное, не секрет, это первый раз мы это ввели. Я считаю, что успешно. Мы за матч продали более 60 билетов. Это в Канте еще, это в Канте, да. Это отличный результат. Да. Мы как бы этим принесли клубу, пускай это будет даже мелочь, но прибыль. Так. Да, это любая сумма денег для клубов — это, в принципе, прибыль, потому что, ну, футбол у нас в стране, честно говоря, не окупается. Да. Продолжим разговор. Ребята, вот скажите, у вас за плечами богатый международный опыт, за юношеские, молодежные сборные, то есть за команды нашей страны, но, тем не менее, на клубном уровне, как обстоят дела в этом направлении? Есть ли планы поменять прописку с клубом? И есть ли у вас агенты, которые сейчас ищут для вас варианты? Потому что наш сезон, он длится недолго, буквально осенью закончится. Как мы знаем, в других странах
в крупных странах, в крупных лигах осенью начинается сезон. То есть, как бы есть вариант. Андрей. Ну, безусловно, каждый игрок, каждый футболист в своей карьере, в своей жизни, он хочет, мечтает о том, чтобы поиграть за границей, в каких-то титулованных, таких известных клубах. Поэтому я как бы не исключение того, потому что тоже хочется где-то там заиграть, чтобы люди там видели, знали то, что есть такая страна, что там тоже есть футболисты. И как бы в данное время немного наши как бы футболисты о себе заявляют, потому что уже многие, да, за рубежом играют. Поэтому и у меня тоже есть такое предпочтение, желание. А насчет гражданства не задумывался об этом, как бы, чтобы, ну, поменять его. Потому что я вырос здесь, родился, живу. Меня тут, ну, все меня здесь как бы держит в этом плане. И как бы, ну, пусть это будет, может быть, для кого-то смешно, но я патриот своей страны. Я хочу, это большая такая, ну, большое такое желание, да, это попасть в первую сборную, в национальную, сборную, да, заиграть, ну, как бы продвинуть нашу страну, да, заявить где-то там дальше по Азии, по Европе, там, по всему миру о том, что есть такая страна, что есть ребята, что хотят, что могут, и в дальнейшем пробиваться вот в этой ситуации. А до этого были ли у тебя просмотры в зарубежные клубы? Были ли варианты приглашения, предложения? Нет, не было, потому что, как бы, ну, не знаю, были другие такие, может быть, какие-то семейные такие, внутри семьи, ну, личные, да, какие-то вот, ну, что-то мешало мне, да. И я не задумывался об этом, и как бы, ну, я знаю то, что многие, даже вот в клубе ребята, они там делают видео, отправляют, да, вот. Я с этим не сталкивался, но в данное время у меня есть хороший знакомый, который, посмотрев на меня, сделал вывод, что можно попробовать. И он сейчас занимается, делает видео, хочет куда-то что-то. Но посмотрим дальше, как будет. Но, по крайней мере, только вот на территории нашей страны предложения были, за рубежом нет. К сожалению, нет. Кадырбек, а у тебя? Ну, я, и как любой другой футболист, тоже хотел бы играть в хорошем клубе за границей. Все хотят, конечно... Хочется задать провокационный вопрос. А Ильберс — это не хороший клуб? Хороший. Ну, все хотят играть, конечно, в Европе. Туда тоже тяжело попасть. Если, конечно, у игрока есть хороший агент, футбольный агент, тоже много чего решает. Да. У тебя есть агент? У меня нет агента. Насколько я знаю, да, у наших футболистов, ну, всегда как бы не у всех есть агенты. У нас именно агенты, насколько я знаю, есть 2 человека, которые занимаются, да, буквально в стране официально, более-менее официально. Не получалось ли с ними поработать там, как говорится, предложить, чтобы они продвигали твои интересы? Потому что, ну, насколько я знаю, насколько существует мировая тенденция, нападающий, он всегда в цене, как бы спрос на нападающих всегда большой. Потому что, ну, хороший форвард — это, конечно, очень такой, знаете, редкость. И очень много клубов из СНГ, включая СНГ, соответственно, часто просматривают молодых форвардов, как говорится, на перспективу. В принципе, у тебя есть хорошие варианты, могут возникнуть. У меня были варианты уехать за границу, просто в ходе каких-то причин не получилось. Да? А так, что найти футбольного агента, чтобы искать, я не ходил. Да? Понятно. Ну, по идее, они сами приходят. Ну, я говорю, в силу наших обстоятельств, ну, вообще, кыргызстанского футбола, да. Андрей, я знаю, что для защитника очень важен возраст. Чем возрастной защитник, тем он опытнее. По идее, по габаритам ты подходишь для центрального защитника, но ты играешь всегда на фланге. И как ты считаешь... Ты как считаешь, можешь сменить позицию? Или тебе все-таки привычнее и удобнее играть на фланге? Как бы, да, мне привычно играть на фланге, но несмотря на то, что у меня там небольшая такая карьера у меня, но мне удавалось играть на разных позициях. Даже вот в нашем
любимом клубе Эльбирси. Я играл и центрального защитника, играл и крайнего полузащитника, правого, Вингера, да? левого, да. И, безусловно, по желанию можно, да, на любой позиции, но все равно мне как бы удобней, мне нравится играть больше слева в защите, так как я больше люблю атаковать, чем обороняться. Вот так вот. Понятно. Продолжая нашу тему, например, на твоей позиции на флангах в сборной играет, ну, конечно, Валерий Кичин, теперь присоединился Александр Мищенко, да, это тоже конкуренция. Конечно. Тебя еще в национальную сборную не вызывали, но ряд игроков, которые младше тебя, Мгм. младшего поколения, уже вызывают. Тот же Гульджит Алукулов, да, уже вызван, и Мищенко. Как ты считаешь, ты можешь сейчас конкурировать с Александром Мищенко, с Кищином? Конечно, я не буду пока что делать выводы. Ну, я думаю, конечно, да. Как бы я этого человека хорошо знаю. Мы с ним в дружеских отношениях. И плюс к тому же, как бы, и против друг друга играли. И я думаю, то, что, безусловно, да, конкуренцию составить могу, но будем делать вывод с того, что раз он там, а я еще не там, значит, у меня есть по-любому много минусов, есть над чем работать, и вот в моих планах как бы в этом сезоне поменьше делать ошибок, устранить свои минусы и попасть в первую команду. Получить составить приглашение в конкуренцию. сборную. Обязательно. Отлично. Адилет, такой вопрос. В этом сезоне очень много изменений. То есть это и КПЛ, да, то есть это ребрендинг лиги и тому подобное, это начало трансляции. И очень много таких позитивных изменений. А вот внутри клуба Эльбирс какие позитивные изменения, которые, ну, вот, неизвестны болельщикам? Потому что, да, многие болельщики кыргызского футбола в курсе каких-то событий, но, тем не менее, всю систему, всю реформу внутри клуба никто как бы по-настоящему и не знает. И хотелось бы побольше об этом узнать. Ну, все, что есть в клубе, она всегда остается в клубе, Да. то есть внутри клуба, да. Я еще с того сезона, с 2018 года, очень полюбил Эльбирс. Я живу неподалеку от футбольного центра, и каждый матч приходил, смотрел. То есть был болельщиком, фанатом Эльбирса. И у меня такая большая желание, цель, мечта как бы была, чтобы прийти в этот клуб и стать частью клуба. К счастью, мне это удалось. Скажу, что внутри клуба атмосфера очень позитивная, очень хорошая, дружелюбная. Ребята очень друг друга уважают, знают друг друга. То есть и на поле, и за полем, и на тренировках. Даже на поле, если кто-то не успевает или у кого-то не получается, он знает, что его всегда подстрахуют. Тренер у нас очень отличный, атмосфера, да, очень классная у нас. Ну, клуб сейчас стремится к полноценности. То есть появляются болельщики, мы показываем отличный результат в этом сезоне, и спонсоры подтягиваются. То есть пока что у нас все хорошо. В прошлом сезоне, особенно в концовке, у Эльбирса были проблемы с финансами, то есть были финансовые трудности. Да. Как обстоят дела с финансами в этом сезоне? Потому что мы понимаем, в кыргызском футболе без финансов никуда, вообще в спорте без финансов никуда. И, соответственно, футбол — это тот вид спорта, который, ну, является очень затратным. В этом сезоне насколько гарантирован бюджет у Эльбирса, и вообще не будет ли Эльбирс испытывать трудности до конца сезона? И есть ли вообще средства на трансфер, или на летний трансфер? Конкретные суммы, наверное, не будем оглашать. Так скажу, что мы стараемся к тому, чтобы Эльбирс, то есть клуб, не испытывал в этом сезоне финансовых проблем. То есть чтобы клуб ни в чем особо не нуждался, то есть по стандартному, что требуется, к нему и достигал. Ну, у клуба свои цели, своя стратегия на чемпионат. Ну, потихоньку будем двигаться и стремиться к своим целям. Отлично. И вот такой вопрос. Вы упоминали о болельщиках. Эльбирс — это клуб, ну, достаточно молодой. Да. По сути, не то чтобы молодой, а по сути совсем новый. То есть пару сезонов для клуба, для футбола, ну, это, конечно, капля в море. Есть клубы с богатой историей, как Дордой, как Алай, да, как Карабалта, да, и у них есть определенная
я бы сказал, определенный сегмент болельщиков, которые давно болеют. И для фаната, для болельщика, я знаю, для них очень важна история клуба, традиции клуба. Соответственно, у вас недавно появились фанаты, болельщики, активная такая фан-группа, я бы сказал. Соответственно, в этом направлении какая работа ведется? Потому что, ну, Ильбирс молодой клуб, но несмотря на это уже появились болельщики. И вообще, на чем держится идея болельщиков Ильбирса? Я вам так скажу, идея самих болельщиков, то есть с нашей стороны было внедрено. Клуб, он новый, и у каждого болельщика, у каждого игрока есть уникальная возможность вписать в историю себя, то есть с самого начала. То есть первые болельщики, первые фанаты. болельщики, первый состав, золотой состав, я так называю, который показывает отличный результат. Вот, у них уникальная возможность вписать свое имя в историю. То есть, кто знает, спустя 20-40 лет, каким станет Ильбирс, да? Вот тогда люди уже на другом серьезе уже будут относиться к клубу и, может, к примеру, даже документальный фильм снять, да? И тогда уже вся история будет рыться и рассматриваться. Отлично. И вот продолжим тему насчет команды. Вот, ребята, скажите, в этом сезоне у вас сменился тренер. В прошлом сезоне был специалист из России. Южанин. Николай Южанин. И насколько было сложно работать с российским специалистом? Какие отличия Владимира Сала как тренера от Южанина? Потому что у каждого тренера есть свой стиль, свой подход к работе, своя философия, как говорится, которую пытается он привить клубу. Соответственно, сложно ли было вам перестроиться при смене тренера? И в чем отличие этих специалистов друг от друга? Ваше мнение? Ну, я могу сказать одно, то что перестраиваться в целом было совсем несложно, потому что, в принципе, работа была очень схожа с той работой, которую мы делали и в предыдущем, допустим, клубе, примерно она была похожа, и как бы в сборных, потому что все тренера, и Южанин, и Сало, да, они как бы в сборной, где-то главные тренера, где-то помощники, и в целом план работы, он похож. Но отличия, ну я не знаю, это, наверное, сложно очень сказать, что отличие, прям такого отличия я не вижу, что кто-то что-то. Просто, мне кажется, индивидуальный подход. Да. Где-то у кого-то сработал, может быть, лучше. Плюс к тому же, я еще раз повторюсь, то, что предыдущий год у нас был зеленый состав, да, у нас были ребята, у которых не было опыта высшей лиги. Все были с первой лиги, и не хватало немножко уверенности, толчка, поддержки, хотя мы как бы, ну, кто постарше ребята, да, мы старались, да, вот поддержку давали, но все равно как-то не хватало этого, и вот мы как бы в конце сезона, да и в начале у нас старт был не очень такой уж и хороший, да, а в этом году, повторюсь, пришли ребята, у которых есть опыт высшей лиги, которые успели поиграть и в сборных в определенных возрастах, и как бы со многими ребятами, допустим, я скажу, я уже играл в одной команде, и мне было как бы проще сыграться с ними, у нас взаимопонимание какое-то есть. И вот отсюда, наверное, и тот результат, он на самом деле пришел к этому, то что вот, несмотря на это, у нас вот сейчас мы в четверке, не в конце, как в прошлом году, а то, что тренера, я повторюсь, то, что оба тренера очень сильные тренера, да, у них индивидуальные подходы есть, но сравнить я их, наверное, все-таки не смогу. Кадырбек, твое мнение насчет тренеров? Ну, я с Эльбирса только с этого года, получается, вот с января начал тренироваться, а нынешний тренер, он очень хороший, а вот в прошлом году я в Эльбирсе не был, и я не знаю, да, какой подход был, какие задачи стояли, какое отношение было у тренера. А так мы в сборной виделись с Южанином, работали в олимпийской сборной. А так в целом я сказать тоже не могу. Отлично. Андрей, вот ты как капитан, скоро будет летнее трансферное окно, каждый клуб будет, наверное, делать покупки. Соответственно, ты как капитан советуешь ли или предлагаешь ли тренеру закупить, там, так сказать, позвать определенных игроков в клуб? Ну, наша команда — это такой уже сплоченный коллектив, мы семья, поэтому
Чтобы усилить, какие позиции? Ну, наверное, все-таки как бы я привык к своим ребятам, да, вот с кем я уже работаю, с кем-то год, с кем-то 2, то, наверное, все-таки я бы оставил тот костяк, который сейчас есть, но это как бы мнение тренера, решение, если он решит кого-то, допустим, отдать, да, или кого-то приобрести, то это его личное право, так как он главный тренер. Но я думаю, насчет этого, наверное, все-таки они будут, как тренерский штаб, они сами будут советоваться. Но если вдруг меня кто-то спросит, то я буду настаивать на том, чтобы все ребята, которые сейчас находятся в команде, они остались с нами до конца, до победного. И как бы мы начали это все вместе, да, и будем, наверное, продолжать, потому что, как вы сказали, клуб, он молодой, только развивается, и как еще сказали до этого, то, что мы формируем, да, историю. И вот ребята, которые с прошлого года, вот они как бы начали писать эту историю. Я хочу, чтобы там они, их имена, они остались в истории до конца. И до победного мы находились вместе, но и тоже буду думать разумнее. Если, конечно, у ребят есть возможность куда-то выехать за рубеж, то, конечно, они должны, наверное, все-таки поехать, дальше продвигать страну, себя и все остальное. Но и дальше, ну, я не знаю, я говорю еще раз, то, что это личное мнение тренера, и навряд ли он будет со мной советоваться по этому поводу. Отлично. Директор, такой вопрос. Вообще сейчас у Ильбирса какие планы до конца сезона? То есть в плане маркетинга, в плане привлечения болельщиков, в плане продвижения клуба, потому что мы понимаем, что футбол — это товар. Да. То есть его нужно продавать. Соответственно, чтобы продавать, нужен рынок сбыта. А, по сути, рынок сбыта пока что у нового клуба не такой уж и обширный. Соответственно, нужно искать клиентов, чтобы продать клуб. Мы ну, сейчас... я как бы образно сейчас выражаюсь, и, соответственно, в этом направлении какая работа ведется? В данный момент ведутся работы по привлечению именно спонсоров, то есть спонсорского состава. Сначала мы хотим как бы связаться с более крупным спонсором, чтобы составить договор, контракт на более длительный срок, спонсора, да, да, получается? и на длительный срок, чтобы не испытывать такого, чтобы каждый год искать другого, там, передоговариваться. На следующий сезон у нас цели такие, чтобы полностью отконструировать свой стадион, чтобы все наши болельщики могли приходить к домашним матчам. То есть планируем проводить матчи ночью, ну, чтобы всем было удобно. То есть построить и освещение на стадионе? Да, освещение, трибуну, ну, полностью инфраструктуру построить стадиона, ну и чтобы болельщики, зрители чувствовали вот эту атмосферу в футболе, потому что бывали такие моменты, что многие зрители, они сравнивают наш футбол и футбол европейский, то есть по телевидению видят, они говорят, ну а что там наш футбол? Ну, мы работаем над том, чтобы донести им, чтобы атмосфера сама, присутствие на матче, она совсем другая. Ну, конечно. Вот, сначала мы работаем именно с болельщиками, потом с спонсорами, активно продвигаемся, то есть... А вот такой вопрос. Вот вы сказали, упомянули о спонсорах, и хочется спросить, не будем называть имена, но тем не менее, есть какое количество компаний, которые хотели бы стать спонсорами футбольного клуба? То есть процент тех компаний, которые хотят поддержать наш кыргызский футбол, он низок или высок все-таки? И сколько желающих вообще? Какая тенденция сейчас? Ну, сейчас, наверное, он низок именно клубному футболу. То есть, именно клубному? Да, именно сборную, клубному. Сборную это находится, да. Другое дело. То есть сборная проявила себя. На этом фоне, то есть на фоне того, что мы выступили на Азии, мы замечаем то, что много родителей приводят своих детей к нам в академию, то есть в центр. Очень оживляется, то есть именно маленькие школьники. То есть мы действуем как инкубатор молодых талантов. Мы своего берем футболистов, то есть у нас все молодые, базируемся на молодых футболистов.
Ну, состав тоже у нас молодой. Отлично. Ну что ж, уважаемые гости, подходит к концу наш эфир, и вот в конце хочется вот дать вам слово, чтобы вы произнесли какие-то фразы, то есть свое личное суждение вообще о клубе, о спорте в целом, о футболе в целом. Азилет, вам слово. Ну, я повторюсь, наверное, то, что сказал ранее. Хотелось бы сказать, чтобы болельщики больше увлекались именно нашим кыргызским футболом, чтобы присутствовали на матчах, потому что присутствие на матче — это совсем другое ощущение, это эмоции, это переполняет эмоции, вообще другое ощущение. Хотелось бы видеть больше народу на трибунах, чтобы больше людей увлекались именно нашим спортом, спортом номер 1 в мире. Ну, тогда, наверное, и игроки заиграют еще лучше, с большим удовольствием будут отдаваться на матчах максимально. Это будет дальше влиять на дальнейшие события. То есть, если много людей собралось на трибунах, тогда и спонсоры заинтересуются именно в этом клубе, потому что этот клуб собирает много зрителей, значит, к ним нужно обратиться насчет того, чтобы сотрудничать, потому что аудитория этого клуба большая, ну, такая связка идет. Фидбэк должен быть, Да. да. Ребята, цитаты, ваши цитаты. Ну, я, наверное, сильно не буду уходить вглубь прям клуба, там, спонсоров и всего остального. Я просто скажу от себя. Последние вот матчи, на наши игры приходят болельщики, да, и их пусть немного, да, но мы как бы чувствуем их поддержку, это сильно много дает, это заряжает, это приятно. И когда там кричат, там, Ильбирс вперед, или там кого-то, ну, чье-то имя, или после игры фотографируются, это очень приятно. И я хотел бы просто сказать нашим болельщикам большое спасибо за то, что вы приходите, поддерживаете нас так дальше, и мы постараемся вас радовать и будем стараться подниматься выше по турнирной таблице. Любителям футбола просто хочу пожелать, наверное, тем ребятам, кто играет в футбол или собирается там в футбол играть, да, вы ничего не бойтесь, главное, работайте над собой, верьте в себя, и у вас все получится, потому что, ну, я не знаю, другого в жизни не будет, наверное, в плане этого, в плане вот именно вот футбольного, да, это вот две такие вещи, которые нужны. Остальное все, как бы, оно придет. Если ты будешь работать над собой, будешь верить в себя и стремиться, то, я думаю, найдутся люди, которые это заметят, это увидят и где-то дадут Рано или поздно, да? Да, они помогут тебе, да, и ты, может быть, сегодня ты сидишь, допустим, перед телевизором и смотришь футбол, а завтра ты можешь быть на стадионе и защищать там цвета национальной сборной, поэтому, ребят, все в ваших руках, ногах и голове. Отличные слова. Адребек. Ну, я не только про футбол, а про спорт в целом скажу, то, что надо заниматься спортом, любить спорт. Ну и, конечно, тоже хочется, чтобы как бы поддерживали спорт, всегда, ну, спонсировали. Допустим, тот же пример, то, что вот на магистрали построили тротуар, люди начали бегать, заниматься, кататься. А если будут спонсировать в спорт, строить стадионы, залы, то, мне кажется, у нас спорт довольно-таки быстро будет продвигаться. Да. А так хочу призвать всех, чтобы все любили, занимались спортом, делали свою работу, занимаясь своим любимым делом и еще получают это удовольствие. Не знаю, что может быть лучше. Да, Вот. Отличные слова. Ну что ж, уважаемые телезрители, это были великие цитаты молодых спортсменов из молодого клуба Ильбирис из города Бишкек. И тем не менее будем ждать, что эти ребята, которые в этом сезоне стали открытием Кыргызской премьер-лиги, продолжат в этом же духе. Ну а мы с вами встретимся скоро, буквально через неделю. Для вас работал я, Илья Тимирланов. Увидимся, услышимся. Пока-пока.